Золотое наследие уйгурского края. Большое хлебное пиршество. Мучные уйгурские деликатесы радуют глаз. Пшеничный аромат и богатые ингредиенты добавляют радости человеческим вкусовым рецепторам. Приехав в уйгурскую автономию, обязательно нужно попробовать самые разные виды нана, уйгурской лепешки. В уйгурской автономии есть знаменитая поговорка: «Можно один день прожить без овощей, но нельзя и дня без нана». Статус лепешки на обеденном столе очевиден. Откусите один кусочек, пшеничный аромат, окутанный вкусом солнечного света, разливается на языке. Эту вкуснейшую уйгурскую еду многим невозможно было попробовать до открытия шелкового пути. После открытия путей в западный уйгурский край, содержащий мало влаги, пригодный для длительного хранения и удобный для переноски нан, стал провиантом для торговцев на шелковом пути. Первые лепешки найдены в захоронениях таримских мумий возрастом 4000 лет. В эпоху династии Хань он постепенно стал популярным деликатесом и в Китае. В хронике Хау Ханьшу записано, что император Линди любил хубин, лепешки, и в столице все стали их есть. Сегодня на севере и юге уйгурской автономии изготавливают нан самых разных видов и вкусов. Он по-прежнему остается вкуснейшим основным блюдом на столе. Те тянущиеся нити теста отчетливые, упругие и гладкие. Знайте, в уйгурской автономии невозможно не поесть уйгурский лагман. Он имеет долгую историю, вобрав в себя множество вкусов древних народов западного уйгурского края. Пшеничный аромат создает основу, а ингредиенты добавляют душу. Лагман с луком, пиязом можно назвать непревзойденным. Упругая лапша в сочетании с хрустящим луком в подливе на вкус сладкая и аппетитная. Уйгуры называют лук пияз. Обильный солнечный свет и большая разница температур между днем и ночью позволяют луку удерживать питательные вещества и сахар, делая его необычайно сладким. Остро-сладковатый вкус лагману придает и добавление сушеного перца. Уйгурский перец в меру острый, с мясистой мякотью. После переработки в сушеный перец его сладковатый вкус и насыщенный красный цвет сохраняются вдвойне, делая лагман с перцем превосходным по цвету, аромату и вкусу лучшим в семье уйгурских блюд. Среди изысканных уйгурских закусок санза – одна из лучших. Ее золотистый цвет символизирует богатство, а также несет в себе стремление людей к прекрасной жизни. История санза насчитывает более 2000 лет, а самое раннее ее упоминание в хрониках можно проследить в VIII веке до нашей эры. В книге Цзясыси «Циминь Яошу» подробно описан способ ее приготовления. У уйгурской санзы есть свои особенности. Тесто замешивают на воде, настойной на перце, добавляя сливки или топленое масло, что позволяет вкусу раскрыться более полно. После обжарки теста в масле хрустящая санза готова. В сухой среде она может храниться долгое время. Ее можно в любой момент подать на стол, чтобы угостить гостей. С древних времен и до наших дней в уйгурском меню существует такое богатое и аппетитное разнообразие мучных блюд. Если искать истоки, пшеница играла неоценимую роль всегда. В бассейне реки Кончидария, на кладбище Сяхэ или по-уйгурски Астан-Буи, в округе Алтай и пещере Астан была обнаружена обугленная пшеница возрастом более 4000 лет. Все это описывает древнюю историю любви предков уйгуров к мучным блюдам. На долгом шелковом пути уйгурская пшеница непрерывно обеспечивала продовольствием проходящие караваны, закладывая прочный материальный и аппетитный фундамент для развития блестящей цивилизации шелкового пути. Сегодня уйгурская автономия является одним из основных районов выращивания пшеницы. Реки Тарим, или Дарья и многие другие питают каждый дюйм пшеничных полей. Обильное солнце позволяет пшенице эффективно проводить фотосинтез. Большая разница температур дня и ночи делает уйгурскую пшеницу богатой белком, крахмалом и питательными веществами, формируя превосходное качество.
Уйгурская пшеница несет в себе глубокую историю обмена между человеческими цивилизациями и по-прежнему продолжает развивать современную культуру питания, принося в нашу жизнь счастье, вкус и здоровье.